На Юргане время итогов. Меня зовут Елена Мезенцева. Здравствуйте. Сегодня у нас стало одним православным храмом больше. Пусть куполов пока нет, но первая служба в Подъельской церкви в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина уже прошла. Все, кто участвовал в ее возведении, и прихожане, и благотворители, очень хотели успеть именно к 31 января, когда мы вспоминаем жертв пожара, унесшего жизни 23 стариков. Репортаж Константина Куратова. Поминки на могилах в этом году решили не устраивать, чтобы не тревожить усопших. К 5-й годовщине Подъельской трагедии все-таки открыли часовню на месте сгоревшего дома престарелых. После литии и возложения цветов собравшиеся вошли в новую церковь, где отслужили первую службу. Вечная память, блаженный покой. Этого события жители Подъельска ждали 5 лет. Идея о строительстве часовни на месте страшного пожара, который унес 23 жизни, появилась почти сразу после трагедии. Деньги на церковь собирали всем миром. Это будет для села Подъельск, это будет гордость и красота, и душевный покой. Если кто-то у нас всегда бывает, что в душе, в сердце какая-то тоска, какая-то тяжесть, прошу вас, приходите в любое время. Я всегда здесь, в любое время я вам открою. И перед иконами помолитесь, вам облегчает. Я так думаю, что теперь те, которые погибли, они на нас с неба смотрят, и, скорее всего, они даже радуются. Впрочем, те, кто своими глазами видел пылающий дом престарелых, говорят, помнят все. Словно трагедия случилась только вчера. Алексей Королев вместе с нынешними соцработниками каждый церковный праздник навещает могилы стариков. Поминают, как своих родственников. И каждый год, 31 января, страшная картина вновь всплывает перед глазами. Пожарные добирались почти час. Потом от жуткого мороза в цистернах замерзала вода и лопались пожарные рукава. А деревянное здание с каждой секундой пылало все сильнее. Как только наступает 31 января, все вспоминается. От того страшного пожара до суда. Такое вряд ли можно забыть. И потом мы каждый год проводим панихиды, собираем людей, чтобы помянули погибших стариков, чтобы больше такого не повторялось. После трагедии по республике и стране прокатилась волна проверок. Соцобъекты, которые не соответствовали требованиям пожарных, закрывали. Также поступали и с домами без официального статуса. Конечно, такие случаи, они печальны, но они, тем не менее, учат и дают, так сказать, направление деятельности по безопасности людей, конечно, везде, не только в нашей республике. Я думаю, что сегодня это случай, это несчастный, колыхнул всю страну, и все, можно сказать, так очнулись, да, и поняли, что людей, конечно, надо защищать. Новые часовни построили уже с учетом всех современных требований пожарной безопасности. По словам настоятеля храма иконы Божьей Матери, отца Михаила, осталось только смонтировать 3 купола, 2 маленьких по бокам и большой в центре. Их отлили в Волгодонске и привезли в Подъельск накануне трагической годовщины. Слава Богу, конечно, что нашлись спонсоры, Министерство социальной политики и власти нашли нам спонсоров, и были приобретены купола. Довольно дорогостоящая продукция в размере 300 тысяч, то есть для прихода сельского это деньги космические. Поэтому, дай им Бог, конечно, здоровья, они мы с вами видим, купола красивые, кресты, и потом будем устанавливать. Службы будут совершаться также, то есть я буду приезжать, как и приезжал по воскресеньям, через воскресенье будем совершать божественную службу, где люди могут приходить, молиться, причащаться, исповедоваться, то есть жить такой полноценной христианской образ жизни вместе. Освящение храма архиерейским чином будет немного позже, после установки куполов. Эти работы отложили до весны. Впрочем, уже с сегодняшнего дня в храме регулярно будут проводить службы. Константин Куратов, Иван Богомолов об итогах 5-летнего труда в память о безвинно погибших. Как бы Гайзер ни говорил, что рейтинги его не волнуют, что главное для него мнение народное, республиканские СМИ с завидной регулярностью эти рейтинги обнародуют. Тем более, что наш временно исполняющий обязанности далеко не аутсайдер. Свежий пример – первый интегральный рейтинг губернаторов, опубликованный в понедельник в «Известиях», где Гайзер на 12-м месте. Кстати, какой-то житель Волгограда, увидев своего губернатора на 68-м, в комментариях на сайте Коминформа назвал первый интегральный
интегральный рейтинг первым реальным, продолжит Татьяна Супряткина. В оценочном списке 81 действующий губернатор. Главы регионов разделились на 4 группы. По результатам своей работы все получили по заслугам. То есть вырвались в лидеры с оценкой «очень хороший рейтинг» и «хороший рейтинг», либо ушли в аутсайдеры с оценкой «средний рейтинг» и «рейтинг ниже среднего». Самыми эффективными эксперты признали 23 губернатора. Это те, кто набрал свыше 75 баллов. Возглавил список глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Выбиться в лидеры ему не составило труда. Регион – один из промышленных центров России. Отсюда средний доход населения максимально высокий. По данным на конец 2013 года средняя зарплата в регионе составила почти 100 тысяч. Высокие баллы добавил и будущий международный морской порт Сабетта. Через несколько лет он станет базой для морских поставок из России в Западную Европу. Республика Коми тоже крепко закрепилась в лидерской группе. Как отмечают эксперты, на высокую оценку здесь повлияло несколько факторов. Результаты социологических опросов, медиаисследования, данные статистики. Большинству жителей Республики Коми нравится проживание в республике. Ну так, в частности, у нас цифры были достаточно высокие в Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Усть-Илимском районе. Этот показатель числа опрошенных составил где-то порядка около 90%. В плюсы нынешнему губернатору эксперты назвали положительную динамику в социально-экономической сфере региона. На фоне других субъектов, где условия проживания гораздо более комфортные, соответствует тому климат, где нет проблем с транспортной инфраструктурой, республика выглядит весьма привлекательно. К примеру, наш сосед Вологодская область. До Москвы рукой подать. Металлургические предприятия с высоким доходом и налаженным рынком сбыта в Европу. Бюджет пополняют стабильно. На формирование местной казны у властей жалоб нет. Однако за последние несколько лет в области не построено ни километра дорог, хотя через Вологодчину идет путь на Москву. Кроме того, в городах-селах высокий уровень безработицы. На заработки люди едут в столицу России. Коми не на особом положении. Бюджет не отличается золотыми вливаниями извне, то есть федерального центра. Регион – донор. Промышленность на подъеме. Закончилась эпоха долгостроев. Идет точечная достройка социальных объектов – садиков, школ, спортивных центров. Региональная казна формируется с дефицитом, но налажена прозрачная схема с внебюджетными источниками. Одна из таких форм взаимодействия – социальное партнерство с нефтяниками, газовиками и угольщиками. Так называемое меценатство взамен налоговых преференций – результат дружеского диалога власти и бизнеса. На сегодняшний день положительное, что у нас в республике именно больше росла заработная плата, из-за майских указов именно в социальной сфере. И хорошо, что растет. И у нас уже сейчас практически в республике уже не осталось видов деятельности, у которых заработная плата в среднем меньше 20 тысяч. Уже и торговля, последняя была. У нас раньше культура, все это, они все были там. А сейчас где-то на уровне, даже самая маленькая, если посмотреть, там уж более детальные какие-то, где-то 20 там. К слову, рейтинг эффективности губернаторов, подготовленный Фондом развития гражданского общества, аналитики негласно называют кремлевским. По данным газеты «Известия», в оценках глав регионов приняли участие специалисты, которые долгое время работали в управлении внутренней политики администрации президента. Поэтому рейтинг отражает не только экспертный анализ статистики и исследований, но и мнение руководства страны, заключает издание. Губернатор должен уметь работать с экономическими элитами и препятствовать конфликтам. Но самое главное, чиновник должен уметь работать с общественным мнением. Ведь последнее слово при выборе нового главы все равно останется за народом. Татьяна Супряткина об итогах независимого исследования «Кому и где на Руси жить хорошо». Украина никогда не была для нас за границей. Мы связаны с этой страной тысячами родственных нитей. Поэтому все происходящее на Киевском Майдане в Коми переживается и обсуждается. Где еще возможен такой сценарий? Оппозиция, она есть везде. Сегодня кажется слабенькая, а если под ее знамена встанут те, у кого чешутся кулаки, или кому по-шариковски хочется взять и поделить? Юрген как-то обращался к революционной теме, но многие тогда это расценили как предвыборную истерию. После Майдана, возможно, так уже не покажется. Многие тысячи людей, баррикады, как в годы Первой русской революции, коктейли Молотова с одной стороны, струйные ряды, щиты, каски, дубинки, шумовые гранаты с другой. Брат идет на брата, отступить не могут ни те, ни другие. Слишком далеко зашло противостояние интересов далеко не однозначных. Мы знали
То, что сейчас происходит на Украине, многие эксперты склонны называть этим незавидным словом «революция». Посудите сами, все как в октябре 17-го. Политическая система Украины неоднородна, отсюда неопределенность курса, по которому она движется. Кажется, что власти страны до сих пор четко не определились, с кем они, с Москвой или Брюсселем, за европейскую интеграцию или нет. Между тем, лозунг «Украина – це Европа» все чаще слышится на улицах. Многотысячная акция в поддержку евроинтеграции переросла из конструктивной и управляемой в хаотичную и жестокую. Теперь митингует не только Майдан, городские управы захватываются по всей Украине. Мы знаем, что в единстве сила, как запад Украины, так и восток Украины вместе. Это не только лишь площадь, которая здесь в Киеве, и представители с разных районов, с разных уголков нашей страны, с разных городов. На нас смотрит весь мир. Но вопреки словам одного из так называемых лидеров оппозиции Виталия Кличко, на деле украинский народ разделился. Так, например, в одном захваченном административном здании фактически установлена власть одной конкретной партии или организации, в другом захваченном здании уже другой, в третьем может быть вообще самоорганизация и так далее. В Киеве одну баррикаду контролируют одни силы, вторую баррикаду другие. Но самое страшное, во всеобщем хаосе украинской демократии громче всех звучит радикальный националистический голос. Украина! Радикальное крыло Евромайдана, движение «Спильни справы», сейчас чуть ли не самая грозная оппозиционная сила страны. Она с легкостью захватывает государственные учреждения, завоевывает новые территории. Лидер этого движения Александр Данилюк не назначает журналистам встреч, опасаясь за свою жизнь, но в телефонном разговоре заявил: революционный процесс запущен и уже не контролируется. У нас операция по захвату админучреждений готовилась давно. Есть порядка 140 автономных, уже неконтролируемых нами групп, поэтому любые действия, которые направлены на обезглавливание организации, не имеют никакого смысла. Россия наблюдает за конвульсиями своего соседа, пытаясь в силу возможностей поддержать мир. Не так давно нам пришлось тоже пройти через это. Многотысячные демонстрации в Москве, стычки с ОМОНом, революционные лозунги как-то тихо сошли на нет, так и не дойдя до точки невозврата. В Коми открытый протест несогласных с результатами парламентских выборов тоже был. На Театральной площади в Сыктывкаре прошел митинг. Пыла митингующих хватило на полчаса. В драку с правоохранительными органами за идеалы никто из них не полез. Даже если собрать всех оппозиционеров, в том числе потенциальных Коми республики, и все равно не хватит для того, чтобы серьезно дестабилизировать ситуацию в республике в целом, без двух обстоятельств. Без каких-то московских событий, то есть они могут просто подхватить эти тенденции. Вот. И, значит, в случае, если действительно будет сильно осложнена социально-экономическая ситуация в республике. Вроде ни того, ни другого не предвидится. Уже сложилось, что любая революция, как правило, возникает на почве экономической нестабильности, недовольства голодных масс. Именно поэтому украинский сценарий в условиях Российской Федерации невозможен, считает Николай Збражский. Поговорка «дурной пример заразителен» к нам не относится. Первое, опять же, потому что власть сильна, и второе, общество не организовано. И еще очень сильный фактор – это экономика. В отличие от Украины, что в России, что у нас в республике, экономическое состояние народа, оно гораздо где-то лучше, и это очень смягчивает обстановку. Социальные опросы, проводимые в Коми, показывают, что большая часть жителей региона вполне довольна нынешним положением дела. Значит, она ценит и сложившийся достаток, и уверенность в будущем, которую гарантируют региональные власти. А та и подтверждением тому народное мнение, в свою очередь, умеет договариваться даже с самыми радикальными из оппозиционеров. С властью надо договариваться. Власть не надо любить, она не женщина. И договариваться, какая бы она ни была, это реалии.
Вот рецепт от человека, который со стороны из Мирной Коми наблюдает за расколом некогда его родины на части. Для себя он уже давно решил, на чьей он стороне – консерваторов и точно не революционеров. Виктор Прокушев, Олег Юшков об итогах того, что надо уметь читать между строк. Теперь о других событиях недели. Топ-7 времени итогов. В Коми официально создан Дом дружбы народов Республики Коми. Постановление о реорганизации Финно-Угорского культурного центра подписал глава региона. Андрей Горбунов оставляет пост директора Сыктывкарской детско-юношеской спортивной школы «Северная Олимпия». Причина ухода – низкая заработная плата его и сотрудников. Кризисная ситуация по фонду оплаты труда, к моему сожалению, не решается в той мере, какая необходима, и не находит понимания у тех людей, которые могут ее решить, написал Андрей Горбунов в новостной ленте «Северной Олимпии». Лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова стала бронзовым призером на юниорском чемпионате мира в Италии. Она успешно выступила в индивидуальных спринтерских соревнованиях. 1 февраля труппа театра оперы и балета отправляется на гастроли в Великобританию. Декорации и костюмы уже на пути туда. В Туманный Альбион везут оперы «Кармен» и «Травиата». За 1,5 месяца сыктывкарцы выйдут на британскую сцену 33 раза. Причиной смерти мужчины и женщины в столичных отделениях полиции, скорее всего, стали заболевания. Таковы предварительные данные вскрытия. Сейчас проводится доследственная проверка, оцениваются действия сотрудников полиции. Общественники тем временем задаются вопросом, почему закрыты вытрезвители. Напомним, погибшие в ночь на 26 января и вечером 27-го были в состоянии алкогольного опьянения. На этой неделе автодорога Сыктывкар-Ухта по поручению Гайзера приводится в нормативное состояние. За последние 10 дней здесь произошло 2 крупных ДТП с погибшими. На сложных участках появятся знаки ограничения скорости до 30 км в час, а дорожники за 3 дня обещают срезать верхний слой асфальта, чтобы устранить колейность. Глава Кайгородского района Юрий Перепаденко виновен в превышении должностных полномочий и злоупотреблении. Сысольский районный суд приговорил его к штрафу в 150 тысяч рублей и запретил 1,5 года занимать должности в органах госвласти. Увидимся после рекламы. 16 января без лишнего шума закончил свое славное существование Коми государственный педагогический институт. Старейший вуз республики официально стал частью университетского комплекса. И на этой неделе его представители влились в университетский ученый совет. Максим Васильев сейчас напомнит историю вопроса, а потом мы вернемся к актуальной повестке. Разговоры о создании единого мощного университетского комплекса муссировались в республике еще лет 15 назад. Неутешительные демографические прогнозы предрекали вузам Коми факультетский недобор, пустующие аудитории и явное снижение качества образования. Одним из первых о необходимости слияния СГУ и КГПИ заявил тогда бывший ректор столичного университета Василий Задорожный и стоял на своем до конца. Очень важно, по какому пути пойдет развитие образования в регионе, университета. Это зависит от того, какое будет взаимоотношение с главой республики и его окружением. Правда, все предложения ректора СГУ Задорожного коллеги из пединститута поначалу называли не иначе, как попыткой рейдерского захвата. Извечный вопрос, кто лучше готовит выпускников, завершился в ничью. Полномасштабная аттестация российских вузов приставку «неэффективный» добавила и тем, и другим. В марте прошлого года жаркие споры о слиянии разгорелись с новой силой, причем о возможности объединения стали говорить уже в самом пединституте. Конечно, самостоятельность необходима института, но в наше время, когда происходят очень сложные процессы, связанные с финансированием, допустим, вузов, то просто немыслимо сегодня работа дальнейшая без реорганизации. И мы понимаем, что это могут сделать только компетентные люди на уровне правительства. Глава и правительство Коми не скрывали, оптимизация высшего образования – один из основных приоритетов. Обычный список вузов должен стать эффективной системой подготовки местных кадров. Без этого дальнейшее развитие экономики вряд ли возможно. Об этом говорил Вячеслав Гайзер на встрече со студентами СГУ. Мне очень важно как можно больше сегодня, встречаясь
жителями республики рассказывать о том, что, как и, главное, почему мы делаем в республике с точки зрения правительства. И вдвойне важно рассказать это и рассказывать это в постоянном режиме людям молодым. Потому что будущее все равно, это всегда так было, есть и будет, за молодежью, за тем поколением, которое будет приходить нам на смену и будет работать в этой республике. Работа правительства региона не осталась незамеченной в Министерстве образования России. Александр Климов назвал объединение республиканских вузов знаковым событием для Коми. Мы считаем, что через год, через два жизнь покажет, насколько эта управленческая команда успешна, и мы рассчитываем на то, что будут позитивные результаты в этом случае. Мы считаем, что здесь очень важна и роль правительства республики, которое предприняло все необходимые меры, направленные на урегулирование ситуации и поддержку со стороны студентов и педагогических коллективов этого решения. Правда, поддержку части студентов пришлось получать, как говорится, уже по ходу реформы. Студенты старших курсов КГПИ новости слияния истолковали в свою сторону и запаниковали. Все свои страхи они изложили в открытом письме на имя ректора КГПИ Михаила Китайгородского. Интересно, что с нами будет, какой мы получим диплом, как будет образование продолжаться, какие преподаватели будут, вообще как будет организована система образования, закончим вообще или не закончим. Студентов успокоили, реорганизацию проведут как можно тише и незаметней. Ничьи дипломы не пострадают, а летний набор в свежесозданный вуз будет проходить уже по-новому. Реальная реорганизация произойдет в середине лета этого года. То есть мы выпускников нынешних выпустим с дипломами вузов, которые существуют, а прием будет уже объединенный. И он, в принципе, уже начался объединенный совместными приемными комиссиями. Единственный момент, который вызвал полемику – название университетского комплекса. В изначальной редакции было больше 2 десятков вариантов. Некоторые из них можно было смело приравнять к известному НИИЧАВО писателей-фантастов братьев Стругацких. Были здесь и СЕРГУ, Североевропейский российский государственный университет, и СВЕГУ, Северно-Восточный Европейский государственный университет. Но эти аббревиатуры отмел лично Вячеслав Гайзер. Вопрос решили отложить. Мы приняли совместное решение, то есть о том, что мы обсудим вопросы нового наименования уже ближе к завершению всех реорганизационных мероприятий. То есть поэтому актуальность, она, в общем-то, и остается. Вопрос, наверное, в первую очередь немножко времени, потому что мы приняли решение, что сегодня, наверное, для нас важнее прохождение всего плана графика, чем, соответственно, скажем, обсуждение вопросов наименования будущего университета. Так называемое полное прохождение графика ознаменовалось тихой и спокойной ликвидацией КГПИ. 16 января этого года институт исключили из единого реестра юридических лиц. Впрочем, ждать всех юридических формальностей студенты Объединенного университетского комплекса не стали. Они уже вовсю работают над совместными проектами. На равных. Максим Васильев об итогах одного судьбоносного образовательного решения вопреки корпоративной ревности. На этой неделе университет снова оказался в центре общественной дискуссии. Ученый совет решил, что пора открывать медицинский институт. Следом прилетело известие, что стипендии сократятся. Вот об этом и не только мы сейчас поговорим с ректором Мариной Истиховской. Здравствуйте, Марина Дмитриевна. Здравствуйте. Первый вопрос, который волнует сейчас, я думаю, большое количество студентов и их родителей. Что будет со стипендиями? Если не будет северных, они будут ведь очень маленькие. Вы знаете, безусловно, вот ситуация, которая сложилась сегодня у всех северных вузов, это, по сути, уменьшение тех субсидий, которые до нас довели на стипендиальные фонды. То есть и связано это с уменьшением их в части как раз 0,5% так называемых северных процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, которая платилась к стипендиям, то есть на северных территориях. Безусловно, с законодательством есть сегодня пробелы, и над этой темой действительно есть смысл поработать законодателям в целом, для того, чтобы восстановить. Но я так думаю, что совместная работа
органов власти, в том числе и нашей республики, законодательной и исполнительной, и вузов регионов, и студенческого сообщества, позволит все-таки отстоять, значит, нам все-таки эти субсидии и решить вопрос положительно. Поэтому давайте мы не будем вдаваться в панику, да, то есть будем просто целенаправленно работать на эту тему. Тем более такая ситуация уже была в свое время. И так или иначе позиция была скорректирована в свое время. А от кого зависит восстановление вот этого субсидирования? Федеральный уровень, федеральный центр. Да, то есть это первое. Второе, конечно, естественно, необходимо, ну, наверное, политическая воля и решение, да, по формированию, наверное, нормативной базы, которая, собственно говоря, раз и навсегда поставит точку по этому вопросу. То есть университеты все северные не собираются сами искать где-то дополнительные деньги, где-то их зарабатывать для того, чтобы потом выплачивать в виде стипендий. Все-таки все надеются именно на бюджетное финансирование. Значит, сегодня перед вузами стоит очень много задач. Да, то есть и сегодня вузы, так или иначе, для того, чтобы их выполнить, они работают над тем, чтобы получить внебюджетные доходы. То есть задач сегодня у вузов очень много. Еще дополнительные затраты для вуза, да, конечно, в ситуации, когда сегодня реформируется вся отрасль, вузам самостоятельно будет чрезвычайно сложно изыскать. Например, тоже дорогостоящее очень для вузов направление, например, это доступная среда, да, то есть мы прекрасно с вами понимаем, о чем мы говорим, да, то есть это тоже очень дорого, да, то есть и вуз должен и обязан изыскать средства на решение всех этих задач. И здесь самостоятельно вузы не справятся. Тогда в этой связи вопрос. А на какие средства вы рассчитываете, когда собираетесь открывать медицинский институт? Когда мы начинали открывать лечебное дело, да, то есть мы сразу изначально говорили, что для начала реализации на первом курсе образовательной программы нам достаточно одной медицинской кафедры, которую мы открываем на базе Института естественных наук. Значит, для реализации программы образовательной уже второго курса у нас есть потребность в создании еще ряда медицинских кафедр. Значит, вот для того, чтобы это направление у нас развивалось, для того, чтобы мы, собственно говоря, поставили в целом с 1 по 6 курс на высокий качественный уровень образовательный процесс по этой программе «Лечебное дело», и вполне возможно не только по этой программе, потому что мы стремимся получить лицензию еще на ряд направлений подготовки. Соответственно, нам необходима отдельная образовательная единица в составе университета, да, то есть, которая будет заниматься целенаправленно только этим направлением подготовки, да, то есть работать на отрасли здравоохранения. То есть денег и ресурсов на это хватит? Вот здесь по этому направлению мы очень много общались с республикой, да, то есть и, соответственно, это не только проект университета, это проект республики. И мы обсуждали, что республика будет активно помогать нам развивать материально-техническую базу. Но, насколько я поняла, вам медицинский институт нужно открыть уже к следующему учебному году. Да, именно поэтому, значит, в решении ученого совета о создании медицинского института у нас обозначена дата с 1 июня 2014 года. Мы создаем и 2 кафедры, и в этот медицинский и сам медицинский институт, в который они войдут, соответственно, для того, чтобы уже подготовиться в полном объеме к началу образовательного процесса к 1 сентября. А вот еще спрашивают комментаторы, которые активно включились в обсуждение как раз вот этой идеи, а не дешевле ли было бы заключать, как в прежние годы, договоры на обучение наших медицинских кадров с авторитетными вузами, чтобы республика не несла такие затраты, а потом просто закрепили бы специалистов договором, ну, лет на 5 хотя бы, и все. Понятно, знаете, что вы, конечно, сегодня в этом не республике и медицинским учреждениям, да, то есть, потому что самостоятельно медицинские учреждения наши могут это делать, никто этого делать не мешает.
Но поставить в зависимость нашу республику по оснащению кадрами, значит, в такую важнейшую отрасль, да, социальную отрасль, которая отвечает за здоровье людей, да, все поставить только на внешние, да, то есть, собственно говоря, возможности других вузов. Я сомневаюсь, что это правильно. Нельзя складывать, наверное, все яйца в одну корзину. И такой еще вопрос, такой бытовой скорее. А вот прежний ректор пединститута, его кабинет где остался? В пединституте или он перебирается в главный корпус университета? На сегодняшний день Михаил Дмитриевич его кабинет находится в педагогическом институте, там, где и был. И сегодня он, будучи проректором и директором педагогического института как структурной единицы образовательной Сыктывкарского университета, отвечает за процесс передачи всех дел, да, то есть и завершение всех вот этих реорганизационных процессов. Это очень важный момент, да, то есть для нас, потому что ни один документ, ни кадрового, ни сотрудника нашего, личное дело нашего, значит, сотрудников университета, ни студентов не должны быть в этом процессе потеряны. И в данном случае здесь Михаил Дмитриевич сейчас, собственно говоря, курирует это серьезнейшее направление, ну и, безусловно, обсуждает с нами активно будущий прием. Спасибо. Пожалуйста. На этой неделе в Коми разгорелся первый предвыборный скандал. Инициировали его коммунисты, точнее штатный юрист Рискома Юрий Князев, который направил в прокуратуру жалобу о конфликте интересов в семье Брагиных. Муж Михаил, дескать, соучредитель ряда республиканских СМИ и собственник рекламных агентств, а жена его Ирина возглавляет Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. Прокурорские отреагировали, медиамагната и чиновницу проверяют на предмет коррупции. Слово Любови Лапиной. Неприятная новость и нежданных гостей представителей прокуратуры медийные супруги встретили довольно спокойно. Ирина Брагина, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, на работе. В агентство по печати и массовым коммуникациям поступил запрос от прокуратуры Республики Коми по факту проверки о наличии в деятельности руководителя агентства конфликта интересов. Сотруднику прокуратуры были даны пояснения. Ее супруг, депутат Михаил Брагин, с представителями прокуратуры пока не встречался. Впрочем, отмечает, к визиту людей в погонах готов, для проверок открыт. Да никак я не реагирую. Для общественности могу лишь сказать, что да, действительно, значит, я являюсь владельцем Русского радио Сыктывкаре, Авторадио Сыктывкаре. Вот. Ну и Доски позора, такой известный есть портал. И ни в коей мере, значит, не претендовал на учредительство или быть владельцем, значит, газеты «Красное знамя Севера», некоммерческого партнера Саиха Афгана и других средств массинформации, которые, значит, по заявлению в прокуратуру дал какой-то там человек или юрист. Михаил Брагин предполагает, возможно, человек, который подавал жалобу в прокуратуру, просто до конца не разобрался в ситуации. А все потому, что в республике функционирует несколько предприятий с похожими названиями, но относятся они к разным сферам. Тем временем на сайте БНКоми приводятся слова одного из источников из числа либерал-демократов. Тот связывает заявление Князева с фактически стартовавшей выборной кампанией на пост главы Коми. Есть кандидат от левых, Андреев, есть Брагин от либерал-демократов. Коммунисты нервничают, что могут собрать меньше Михаила Анатольевича, вот и запускают торпеду в виде Князева. Вы посмотрите, какие он суды отрабатывает. Это же ландскнехт верхушки партийной. Полилась чернуха, но только они фальстарт допустили. Рановато выстрелили. Но надо понимать и то, что без ответа этот слив не останется. Сам Юрий Князев от комментариев на камеру категорически отказался, но в телефонном разговоре сообщил, у него были сомнения, и он таким образом решил их либо развеять, либо подтвердить. У вас какие-то есть конкретные данные, факты, почему вы... Нет, я как раз и просил прокуратуру проверить, есть повод или нет. Здесь же распределение финансовых средств, вот, с одной стороны, а с другой стороны, как бы неизвестно было, кто является собственником, либо не является собственником, кто распределяет средства. Кроме того, по одной из газет непонятно, кто является учредителем, на каком основании не получает деньги. Это был набор разных вопросов, которые должны были рассмотреть как раз прокуратура. Меж тем Брагины все недоумевают, зачем Юрию Князеву было обращаться сразу в прокуратуру. Ведь ответы на мучившие его вопросы он мог получить либо в Россвязьнадзоре, это ведомство курирует все СМИ, либо в налоговой. Там есть данные по всем юридическим лицам.
Я хочу сказать, что я готова к открытости, готова к проверке, готова дать пояснения, но надеюсь, когда проверка закончится, смогу рассчитывать и на извинения людей, которые подали запрос, которые вот активизировались в преддверии выборов. А вот Михаил Брагин в этом вопросе с супругой не единодушен. Виновата для себя он уже давно нашел. Я от таких людей извинений не жду. Значит, в свое время, это в 1991 году, значит, последователи того учения, значит, они развалили великую державу, поэтому и не извинились. Поэтому что говорить о последующей. Любовь Лапина, Дмитрий Ведерников об итогах первого предвыборного скандала. И еще один рейтинг, на этот раз любительских видеороликов, которые прославили Коми в интернете. Его составил Евгений Ершов, который просил передать тем, кто не знает, что вирусное видео, это на сленге опытных интернет-пользователей означает популярное. Всемирная паутина буквально гудит от роликов, которые стекаются со всех концов. Это такая возможность почувствовать себя народным репортером. И многие из них действительно становятся популярными, а значит, популярность тиражируется и в жизнь. Коми интернет далеко не уступает по количеству вирусников. Мы отсмотрели самые яркие из них и составили топ-10 для времени итогов. Итак, нашу десятку откроют спортсмены. Коми всегда славилась своими лыжниками, и не зря. В любую погоду, и зимой, и летом, будущие марафонцы любимое дело ни за что не бросят. Я в отличном настроении, говорю вам не тая, ведь сегодня в день рождения получил подарок я. Легкие, скользящие, новые, блестящие, подходящие, настоящие. Замечательные лыжи. Вполне возможно, в этом и есть секрет настоящих олимпийцев – не расставаться с лыжами никогда. Далее по списку расположились животные нашей республики. Вот эта случайно пойманная андатра рядом с селом Окунево в Усть-Сыльмском районе, несмотря на свои маленькие размеры, бесстрашно бросается в бой. За смелость и отчаянность заслуженное 9-е место. Ой, мама! Да он дикий! Этот хомяк дикий пипец! Хочется предупредить, при съемке ролика в Усть-Сыльме ни одна андатра не пострадала. В конце концов, зверька отпустили, и он спокойно убежал по своим делам. Нишу 8-й строчки по праву занял следующий мохнатый. Теперь животные уже удивляют своими творческими талантами. К примеру, битбоксом. Сильную конкуренцию козлу-битбоксеру составил наш следующий участник видеомарафона «Танцующий медведь». Ролик собрал 2000 просмотров, поэтому танцующий мишка уверенно занимает 7-е место. Не обошлось в нашем марафоне Коми интернета без скачек. Вот только наездников в ролике мы не увидим. Прямо в центре столицы республики по встречке на скорости проскакала лошадь, тем самым заставив многих водителей слегка понервничать. По встречке. Дальнейшая судьба лошадки неизвестна, однако очевидно, полиция ее взяла все же под личный контроль. 6-е место. К слову, в Сыктывкаре можно увидеть не только лошадей в центре города, но и вот запросто поезд, который ездит не по привычным рельсам, а прямо по проезжей части вместе с автомобилями. Представляете, какой шок испытали водители? Железнодорожники даже не удосужились перекрыть движение для негабарита или обеспечить хоть какое-то сопровождение. Непорядок. О том, куда этот вагон поехал, можно лишь догадываться. На интернет-просторах у сыктывкарских железнодорожников 57 тысяч просмотров. Достойное 5-е место нашей десятки. Во всемирной паутине можно прославиться и благодаря нелепым глупостям людей. Вот, к примеру, еще один забавный случай. Почти неприметный мужчина вроде бы разговаривает по телефону, но присмотритесь, телефон ли в руках? Мы уже слышали, как кто-то разговаривал через пульт управления, кто-то по расческе, и вот новый гаджет – паспорт. Правильно, мужчина, зачем переплачивать за лишние минуты? Говорить по паспорту можно и бесплатно. За открытие нового способа связи заслуженная 4-ка. Тройку призеров нашего видеомарафона открывает коми-вариант знаменитого голливудского фильма «Пункт назначения».
У этого ролика максимальное количество просмотров, но первое место не отдаем. За невнимательность и безответственность надо бы и пожурить. Третье место будет в самый раз. Серебро нашего топ-10 забирает любовь и усердие к работе следующего героя. Строитель, несмотря на нескончаемые брызги цемента, практически вслепую, с одной лопатой продолжает месить цемент. Он показал, что настоящие мужчины ради дела пойдут до конца. Второе место однозначно. И, наконец, мы подошли к золоту видеомарафона. У его победителя все случилось по чистой случайности. Говорит, решил поснимать на камеру сильный ливень. Что произошло дальше, ни сам оператор, ни наша редакция совсем не ожидали. В Эжвинском районе мощный заряд молнии ударил прямо в одну из свай заброшенной стройки. Удар был настолько сильным, что магнитное поле создало помехи на телефоне во время съемки. Мало того, у некоторых жильцов рядом стоящего дома перегорела бытовая техника. Чтобы заснять такой удар вблизи, должно крупно повезти. Ролик набрал 3000 просмотров, поэтому занимает почетное первое место топ-10 телеканала «Юрган». Присылайте свои видеоматериалы к нам в редакцию, и, возможно, в следующем году именно ваш видеоролик станет победителем нашего марафона. Евгений Ершов об итогах интернет-жизни нашей республики. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго и до встречи.